Добрый вечер, уважаемые телезрители! Тема сегодняшнего разговора пойдет о профилактике и факторах риска возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы. В настоящее время во всем цивилизованном мире заболевания сердечно-сосудистой системы вышли на первое место. Вызывает тревогу и тот факт, что эти заболевания очень часто встречаются в более молодом возрасте, является причиной тяжких исходов. Профилактические меры, направленные на укрепление сердечно-сосудистой системы, позволяют предупредить развитие таких опасных заболеваний, как атеросклероз, инфаркт миокарда, ишемический инсульт, облитерирующий эндоартерит нижних конечностей и других осложнений. Лечение и профилактика этих заболеваний на уровне государства является одной из приоритетных направлений, основной задачей которой является улучшение качества и продолжительности жизни. Факторами риска, влияющих на возникновение болезней сердца и сосудов и проявление их грозных осложнений, таких как инфаркт миокарда, инсульт, является повышенное содержание холестерина в крови, повышенное содержание сахара в крови, курение, избыточная масса тела, малоподвижный образ жизни, злоупотребление алкоголем, избыточный прием жирной и соленой пищи. В плане предупреждения сердечно-сосудистых катастроф особо нужно выделить контроль уровня артериального давления. Оптимальное артериальное давление – это 120 на 80 мм ртутного столба. Если в результате нескольких измерений обнаруживается артериальное давление 140 на 90 мм ртутного столба и выше, то ставится диагноз артериальная гипертония. Она может развиться как самостоятельное заболевание или может быть причиной других болезней. Факторами, влияющими на возникновение не только артериальной гипертонии, но и ишемической болезни сердца, при совмещении с некоторыми жизненными ситуациями, таких как нервно-психические факторы, стрессовые ситуации, окружающая среда, является также наследственность. Очень часто эти заболевания передаются по материнской линии. Профилактике сердечно-сосудистых заболеваний нужно в первую очередь уделить внимание здоровому питанию. Рекомендуется хлеб грубого помола, блюда из нежирных сортов мяса и рыбы, побольше овощей, фруктов, растительные масла. Нежелательно использовать рафинированные продукты. Принимать пищу в одно и то же время, не переедая перед сном. В сутки не рекомендуется употреблять более 5 граммов поваренной соли, чайная ложка без верха. Для тренировки сердца необходимы регулярные физические нагрузки. Минимальная считается нагрузка 30 минут 3 раза в неделю в комфортном темпе. Ее нужно увеличивать постепенно, с учетом возраста, пола, индивидуальных особенностей и возможностей организма до 6 км в день. Нетренированность сердечно-сосудистой системы при глобальном уменьшении физических нагрузок приводит и к проблемам, связанным с нервно-психологическими нагрузками. Любая сильная эмоция вызывает в организме ту или иную реакцию с выделением большого количества гормона стресса, адреналина, который увеличивает число сердечных сокращений, сужает просвет сосудов, что также в конечном итоге приводит к повышению артериального давления и истощению сердца. Разрядка нервного напряжения наиболее естественно происходит в процессе повышенной физической активности, чередовании с отдыхом. С ростом заболеваемости ишемической болезнью сердца, артериальной гипертонией, атеросклерозом, а также с заболеваниями других органов подтверждена связь такого злостного фактора, как курение. Никотин вызывает повышение артериального давления, увеличение частоты сердечных сокращений, оказывает токсическое действие на весь организм, в частности на сердечную мышцу, на стенки артерий, влекущие за собой атеросклероз сосудов. Среди курящих мужчин 40-59 лет случаи внезапной смерти 3-4 раза чаще, чем среди некурящих такого же возраста.
Вероятность возникновения первого инфаркта у мужчин старше 30 лет среди курящих в 2 раза больше, чем среди некурящих. Так или иначе, если выставлен диагноз артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз или другие заболевания сердца и сосудов, необходимо отказаться от вредных привычек, в какой-то мере изменить образ жизни. Все это в какой-то степени помогает медикаментозному контролю этих заболеваний, позволяет принимать малые дозы, что очень важно в плане токсического действия лекарств на организм. Лекарственная терапия назначается индивидуально для каждого пациента. Ни в коем случае нельзя перенимать лечение у соседей, у близких. Руководствоваться информацией, доступной в настоящее время в интернете, так как у каждого организма имеются свои особенности, учитываются другие сопутствующие заболевания. Контролируя артериальное давление, необходимо добиться определенного целевого уровня артериального давления для данного пациента. Ни в коем случае нельзя снижать артериальное давление до абсолютно нормальных цифр, особенно у лиц пожилого возраста. Только при сопутствующем сахарном диабете уровень артериального давления необходимо снизить до 130 на 80 мм ртутного столба. При всех остальных случаях не ниже 140 на 80 мм ртутного столба. Иначе оно приведет к гипоксическому поражению органов, в частности к развитию ишемического инсульта. Хочу сказать, что в понятии артериальная гипертония нет курсового или сезонного лечения. Однажды возникнув, это заболевание должно контролироваться в течение всей жизни. В большинстве случаев, за исключением нескольких случаев злокачественных гипертоний, артериальную гипертонию можно контролировать. Более того, восстановить трудоспособность, улучшить качество жизни. Однако все это возможно в содействии врача и пациента. Особенно хочу обратиться к лицам более молодого возраста, которые менее привержены к лечению, зная, что у них повышенные АД в течение даже нескольких лет не лечатся. Это приводит к поражению органов вмещений, мозга, сердца, почек, которые также влекут грозные, жизненно опасные осложнения, как инсульт, инфаркт, внезапную остановку сердца, хроническую почечную недостаточность, в конечном итоге, которые являются причиной высокой смертности населения. Зачастую лежащая в основе заболевания болезнь кровеносных сосудов протекает бессимптомно. Инфаркт или инсульт могут быть первыми предупреждениями о заболевании. Хочу здесь перечислить несколько симптомов инфаркта миокарда. Боль или неприятные ощущения в середине грудной клетки, давящего или жгучего характера. Боль или неприятные ощущения в руках, левом плече, нижней челюсти, спине. Кроме того, человек может испытывать сильную слабость, затруднение в дыхании или нехватку воздуха, тошноту или рвоту, чувствовать головокружение или терять сознание, покрываться холодным потом, становиться бледным. При проявлении тех или иных симптомов необходимо вызвать скорую медицинскую помощь. Эфирдин вахтуника минфиат качуна заз мубарак изган завачи алух завач ахи галибнин суарин йох чи районда ама диаведин ветеран рис абрун хзан рис вахагне вири районе лирис қой виридан колера шадво бахт берекат ва виридах мехкем сағо хурай. Чух сағо ябдайда.